За сбор мусора начнут наказывать. Истязателя маленького Егора отпустили. Концерт Моргенштерна в Бишкеке собираются отменить. Всем привет, это подборка новостей за прошедшую неделю. Стройкомпания задолжала баткенцам более 5 миллионов сом. В отношении строительной компании «Келечек ЛТД» возбуждено уголовное дело. В МВД сообщили, что жители Баткена заявили на эту фирму. Она занималась восстановлением домов, поврежденных в ходе вооруженного нападения Таджикистана в сентябре прошлого года. Строительная компания задолжала потерпевшим 5 миллионов 347 тысяч 330 сомов за приобретенные стройматериалы. УВД Баткенской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Отмечу, отстроенные 416 домов Баткенской области осмотрел глава Кабмина Кылбек Джапаров. Еще один дом будет готов со дня на день. В Бишкеке хотят запретить забирать мусор из контейнеров. Все отходы станут собственностью столичной мэрии, а баки неприкосновенными. Таким образом, городские власти хотят сделать из мусора товар, и чтобы он доходил полностью до мусороперерабатывающего завода. Его пока нет, но обещают, что строительство начнется этой осенью. Тем, кто решится вытащить содержимое из баков, будет грозить уголовное наказание. Нарушителя, это в основном бомжи и сборщики мусора, будут вычислять по камерам. К новым бакам установят не только видеонаблюдение, но и датчики, которые будут подавать сигнал, если контейнер заполнится товаром, то есть мусором. Верховный суд отменил решение предыдущих инстанций в отношении Александра Самаркина, обвиняемого в истязании двухлетнего Егора. Ранее его признали виновным и приговорили к 5 годам лишения свободы. Однако Верховный суд отпустил мужчину и приговорил к 2 годам пробационного надзора. Об истязаниях малыша стало известно в прошлом году. В Сокулукском районе в больницу доставили ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, конечностей, кровоподтеками и ссадинами лица. Позже выяснилось, что его избил фермер Александр Самаркин, на которого работали родители мальчика, ухаживая за скотом. Такой кошмар происходил систематически, и под руку мужчины попадала вся семья. На время следствия Егора вместе с сестрой передали под временную опеку бабушки, отца и мать ограничили в родительских правах. В Кыргызстане разрешат получать перевод в той валюте, в которой его отправили. Нацбанк предлагает временно отменить некоторые правила денежных переводов. Ограничения ввели в прошлом году для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и минимизации последствий по оттоку наличных долларов за пределами страны. Предложение регулятор вынес на общественное обсуждение. Бизнесмены, оказывающие услуги дошкольного образования, могут пройти налоговую регистрацию в качестве плательщика единого налога с нулевой ставкой. То есть, если вы индивидуальный предприниматель, то вы вправе предоставлять услуги дошкольного образования в жилых помещениях и освобождены от уплаты единого налога и сдачи отчета по нему. Предприниматель должен приобрести страховой полис, а на работников – электронный патент и полис. Правда, ежегодно до 1 апреля необходимо сдавать налоговую декларацию в электронном виде. В Бишкеке начали бурить скважины, благодаря которым поливная вода будет проходить на засушливые и маловодные участки. Всего в городе планируется строительство 6 скважин. Первое бурение началось на улице Профсоюзной, глубина которой будет составлять 120 метров. Мощность 65 кубических метров воды в час, что составляет 17 литров в секунду. Ранее профильный комитет парламента одобрил выделение 150 миллионов сомов на решение ситуации с нехваткой воды в Бишкеке. Тем временем сотрудники Бишкекводоканала проверили около 49 тысяч домовладений столицы. В ходе проверки выявлено 302 нарушения. Министерство культуры собирается отменить выступление российского рэп-исполнителя Моргенштерна в Бишкеке. Об этом заявил глава ведомства Алтынбек Максутов. Он объяснил это тем, что на артиста возбуждено уголовное дело в России. Его обвинили в торговле наркотиками в соцсетях, после чего рэпер улетел жить в Дубае. Моргенштерн также внесен в список иноагентов в России. Ранее в Бишкеке сорвались концерты других запрещенных в России артистов. Выступление группы Би-2 компания-организатор отменила по непонятным причинам. Группа «Порнофильмы» отменила концерт из-за давления со стороны кыргызских силовиков, сообщили музыканты в Инстаграме. Остальные новости можете узнать в наших соцсетях. Всем пока!